Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Мы подвели итоги дня и готовы рассказать о самых важных событиях в нашей стране. И сегодня в выпуске. В восточной и западной частях Абхазии вновь вводятся ограничения подачи электроэнергии. Депутатов проверят на психическую пригодность. Премьер-министр Александр Анква поздравил с юбилеем директора Пснепресс Манану Гургулия. С 7 февраля в восточной и западной частях Абхазии, а также частично в столице вводится график ограничения подачи электроэнергии. О том, по какой схеме будут отключать свет и о причинах вновь введенного графика, смотрите в следующем репортаже. На сегодняшний день восточная часть Абхазии получает электроэнергию от Ингургэс. Причиной ограничений подачи электричества на востоке страны, как известно, является критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище. Чтобы сохранить работоспособность этой станции, чтобы не получилось так, что она может, если резко уйдет вода, резко может остановиться. И вся восточная часть может остаться без электроснабжения. Поэтому вводятся эти ограничения. Чтобы сохранить работоспособность Ингургэс, в сутки нужно сэкономить около 1 миллиона киловатт от вырабатываемой на этой станции электроэнергии. Как объясняют специалисты, Ингурская ГЭС работает на притоке воды, а он сейчас крайне низкий. В среднем около 30 кубических метров в секунду. С чем связан низкий приток? Низкий приток связан с тем, что в течение года мы израсходовали всю воду, а низкий приток – это погодные условия. В зимнее время, даже в этом году, он относительно выше, чем в прошлом. И приток, он всегда такой естественный приток. Приток, паводок начинается с весны, с таяния снегов. А основное заполнение водохранилища – это ледники. И поэтому приток низкий, он всегда таким был, даже ниже был. А расход большой, расход потребления большой. А если мы не начнем ограничивать, чревато полной остановки Ингургэс. В западную часть поступают перетоки из Российской Федерации. Причина ограничения электропотребления на западе страны – превышение почасовых графиков поставок электроэнергии, плюс похолодание. Эти графики поставок были согласованы со стороны Российской Федерации. Были установлены режимы определенные. Это уже оператор диспетчерской службы России. И согласованы почасовые графики. То есть мы начали превышать почасовые графики, чтобы исключить работу противоаварийной автоматики. Она может сработать и полностью обесточить. Это что касается перетока со стороны Российской Федерации. И мы, чтобы следовать согласованным графикам почасовым, мы вынуждены тоже ввести эти ограничения. Переговоры ведутся, но там есть сложности, потому что это тоже юг России, у них тоже ограничены, видимо, возможности поставки таких мощностей, потому что и на юге России большое потребление в настоящее время. Ограничения на подачу электричества в некоторых районах столицы связаны с работой подстанций, на которых, как уже не раз отмечалось, огромные нагрузки. Высоковольтную линию Шишелет-1 будут отключать с часу до 3 часов утра. Данная линия питает Очемчирский и Гулрыбский районы, а также частично город Сухум. С 3 до 5 утра будет отключаться воздушная линия Ачгуара, а также линии Шишелет-2 и Чагал. От Ачгуара и Шишелет-2 электроэнергию получают жители города Галт, Кварчал и часть Кварчалского и Галского районов. И днем с 12 до 13 часов все эти линии будут одновременно отключаться днем. И с 16 до 17 часов днем. Чтобы мы, как я ранее говорил, чтобы мы сэкономили электроэнергию, тем самым сэкономили уровень воды. С 8 до 9 утра ограничения введены на подстанциях МЦАРа и Дурипш. С 9 до 10 утра на подстанции Новый Афон. С 10 до 11 часов дня на подстанции Гудаут-Атяга. С 11:00 до 12:00
один силовой трансформатор, ну, часть подстанции Гудаута 110, с 12 до 13, вторая часть Гудаута 110 подстанций, с 13 до 14 Лыхны 110 киловольт, с 14 до 15 Мусра-Дяга и Мусра, две подстанции в это время отключаются. С 15 до 16 подстанция сторона 10 киловольт, подстанция Бзыб 220. С 16 до 17 подстанция Пицунда и с 17 до 18 подстанция Алахадзе. В случае снижения роста нагрузок на электросети ограничения на подачу электроэнергии будут сняты автоматически. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Идет активная регистрация кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Претендентам на депутатские кресла помимо обязательного отчета о судимостях нужно указать и проблемы с психикой, если таковые имеются. Кандидаты в народные избранники в эти дни проходят наркологические и психиатрические проверки. Репортаж Шазины Ханагуа. На 7 февраля в Республиканском наркологическом диспансере тестирования прошли уже около 100 кандидатов в депутаты. Будущие народные избранники проходят освидетельствование на предмет употребления 5 видов наркотических средств. Мы смотрим, ранее не попадал ли он в поле зрения наркологического диспансера, не доставлялся ли сотрудниками МВД на освидетельствование, не состоял ли на учете или лечение проходил. Все эти данные, когда вот мы смотрим, потом отправляем, даем направление, и он идет в лабораторию, где сдают анализ мочи на 5 видов наркотических средств, наиболее распространенных в Абхазии. Мы смотрим, значит, опиаты – это морфин, героин, метадон, марихуану проверяем, амфетамины и метамфетамины. Ирма Ануа также отметила, что разговоры о том, что кандидаты в депутаты уклоняются от тестирования, беспочвенны. Сдают анализ абсолютно каждый. Вот что бы ни писали, мы готовы ответить за любого, потому что, во-первых, это все фиксируется на видеокамерах, и даже если у кого-то возникнет сомнение, в любой момент могут прийти соответствующие органы и посмотреть, было это, проходил человек тестирование или нет. Это просто огульные такие слова, понимаете, но на самом деле такого нет. Поэтому никто не приходит проверить, потому что знает, что это все на самом деле проверяется, все люди проходят тестирование. В Республиканской специализированной психиатрической больнице 106 кандидатов в депутаты уже получили медицинское заключение об отсутствии у них хронических и затяжных психических расстройств. Здесь процедура проходит в 3 этапа. На первом этапе проверяют, не стоит ли кандидат на учете в психдиспансере. На втором кандидат выполняет тестовые задания, с помощью которых исследуются основные функции психической деятельности – мышление, память, уровень интеллекта. На третьем комиссия врачей и психиатров проверяет кандидата на предмет исключения затяжного и хронического психического расстройства. Первый этап – это выяснение, состоит ли на учете гражданин, который избирается в депутаты Народного собрания, состоит ли он на учете в психиатрическом учреждении. Вторым этапом мы проводим психологическое исследование, экспериментально-психологическое исследование. Оно включает в себя тестирование. С помощью этих тестов мы выясняем работу всех функций психической деятельности. Сюда относятся и мышление, и память, и внимание, личностные особенности, и уровень интеллектуального развития. И уже на третьем этапе, собственно, психиатрическое уже освидетельствование, которое проводится комиссией врачей и психиатров. В ходе этого осмотра мы беседуем, собираем историю жизни гражданина, выясняем наличие или отсутствие каких-то заболеваний, которые могли бы отразиться на психической деятельности. И уже по результатам комиссионного осмотра выдаем медицинское заключение об отсутствии хронического и затяжного психического расстройства. Психолог Феликс Джигерба также тестирует кандидатов в депутаты. Он рассказал, как проходит общение и какие методики используют для выявления психических нарушений. Простенькие рисуночки, из которых нужно исключить одно лишнее и остальное обобщить. Они возрастают, степень сложности возрастает, значит, от задания к заданию. Ну и таким образом мы можем надежно выявлять человека, у которого
нарушено мышление. Пока вот в нашей практике по проведению этой комиссии людей с нарушениями мышления, которые затруднились бы, значит, не встречал. Освидетельствование кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии в Республиканской специализированной психоневрологической больнице началось 21 января и завершится 10 февраля. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. 7 февраля 2022 года ЦИК Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в депутаты Смыр Джонни Васильевич по избирательному округу номер 19. Премьер-министр Александр Анква поздравил с юбилеем директора РГУ «Апснепресс» Манану Гургулья. Александр Анква пожелал юбиляру хороших новостей и дальнейших творческих успехов. Манана Михайловна – выпускница философского факультета Ростовского госуниверситета. С 1979 по 2002 годы занималась преподавательской деятельностью в ВАГУ. Со дня основания Государственного агентства «Апснепресс» в 1995 году около 20 лет работала заместителем директора, а с 2003 по 2014 годы директором. Затем возглавляла созданное ею в конце 2014 года агентство «Абхазия Информ». В 2020 году вновь была назначена директором Республиканского государственного учреждения «Апснепресс». Манана Михайловна, наилучшие пожелания. Спасибо огромное. Мы давно вместе работаем. И абхазская общественность прекрасно осведомлена о том, какие у вас заслуги. И мы это подтверждаем. И хочется пожелать вот в этот день, в эти дни вам всего доброго, такой же энергии и успешной работы. Вы меня вогнали в краску, вот, потому что я не любительница вообще, когда вокруг моей персоны что-то происходит, но в любом случае, что касается работы, действительно это мое важное сегодня дело, и я надеюсь, что я со своим небольшим коллективом мы будем и дальше продолжать работать. У нас много задач, много проблем, которые следует решить. Нужно максимально оптимизировать нашу работу. Будем стараться. МИД Абхазии прокомментировал заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о возможности признания Минском независимости Республики Абхазия. Отвечая на вопрос известного российского журналиста Владимира Соловьева об отношении официального Минска к статусу Республики Крым и возможности признания Абхазии и Южной Осетии, Александр Лукашенко сказал, что он готов признать принадлежность Крыма к России, а также суверенитет Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, когда поймет необходимость такого шага. В Республике Абхазия позитивно оценивают заявление белорусского лидера о возможности признания суверенитета абхазского государства. Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс президента Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Белоруссией и Россией. Абхазия открыта для полноформатного диалога с дружественными Россией государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии, говорится в комментарии МИД Республики. По итогам за январь 2022 года сумма начислений таможенных платежей составила 133,7 миллиона рублей, что на 31,5 миллионов рублей больше плановых показателей за январь. План выполнен на 131%, сообщается на сайте ГТК. В сравнении с показателями за январь 2021 года объемы начисления таможенных платежей в январе 2022 года увеличились на 22 миллиона рублей. Во всех школах Абхазии подходит к концу раздача первой партии учебников с 1 по 7 классы, привезенных из Российской Федерации. А уже в конце февраля ожидается новая партия учебников с 8 по 11 классы. Несмотря на карантин и ограничительные меры, сотрудники Министерства просвещения и языковой политики Абхазии в течение месяца раздали 161 тысячу книг по всей Абхазии. Районы школы присылали нам заявки, и, исходя от этих заявок, все учебники были розданы для школ, нужд школ.
И мы надеемся, что и как и ученики, так и учителя, и родители оценят этот вклад. В конце февраля ожидается вторая партия с 8 класса по 11 класс. 31 января в Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения. Встреча прошла плодотворно. Удалось глубоко и основательно обсудить все намеченные вопросы, отметил представитель абхазской делегации, министр юстиции Андрей Барцец. Вопросы, которые поднимались на совещании, исходя из самого плана графика, в той или иной степени напрямую касаются и Министерства юстиции в том числе, в связи с тем, что в рамках функционала Минюста мы осуществляем экспертизу проектов нормативно-правовых актов, которые готовятся в целом в рамках этой программы в том числе. Разумеется, мы, Министерство юстиции, наша команда, фактически, исполняя свои прямые обязанности, напрямую знакомы с блоком тех вопросов, которые связаны с исполнением этого большого соглашения, в связи с чем все те блоки, которые затрагивались на этой встрече, напрямую или косвенно касались Министерства юстиции. Если говорить более конкретно, то блоками выходили вопросы, связанные с соглашением о урегулировании вопросов двойного гражданства. Был блок вопросов, связанных с налоговым законодательством. Были вопросы, связанные с социальным пакетом. Вопросы, связанные с медицинским обеспечением в том числе. При поддержке московской абхазской диаспоры и школы STEM-Lab в тестовом режиме стартовал новый образовательный проект по созданию рабочих мест онлайн, сообщается на официальной странице МАД в Facebook. Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти трехмесячный курс в STEM-Lab по направлению тестировщик и успешно создать итоговое тестирование. Программа доступна только гражданам Республики Абхазия. Программа курса рассчитана на 3 месяца. Обучение проходит офлайн в групповом формате в школе STEM-Lab в Сухуме. Дальнейший этап включает в себя организацию собеседования с работодателем и при его успешном прохождении трудоустройства. Первый тестовый поток курса уже завершился. По его результатам 2 молодых людей, граждан Абхазии, прошли успешно программу обучения в STEM-Lab и были трудоустроены в IT-компанию на позицию тестировщик. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, 7 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха ночью 1,6, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.